Узбеки всегда считали казахов своими младшими братьями, а казахи говорили: «Узбек, мой старший брат». Мы всегда уважали настоящих казахских батыров. По сути, казах — это узбек, и мы считали его своим братом. Но в последнее время некоторые выродки, потомки калмыков, джунгаров, китайских не перестают оскорблять и унижать узбеков. Поэтому возникает вопрос: кто же на самом деле такие казахи? Давайте вместе поищем ответ на этот вопрос. Фазлалох ибн Узбехан из Фахани Михман Нами и Бухара, 1514 год. 3 племени относят к узбекам. Ныне одно из них, Шибаниты, и его ханское величество после ряда предков был и есть их повелитель. Второе племя, казахи. Третье племя, мангыты, а из них цари астраханские. Говорила ли казахская аристократия на узбекском языке? Введение. Согласно историческим источникам, в период с Иксвипа XIX века казахская аристократия, то есть ханы, бии, религиозные ученые и образованные слои общества, часто говорили и писали на узбекском языке, то есть на древнетюркском литературном языке, близком к чагатайскому. Этот язык особенно развился в таких культурных центрах, как Бухара, Самарканд и Ташкент, и служил религиозным, официальным и культурным языком по всему Мавераннахру. Почему именно узбекский язык? 1. Наследие тимуридов и шейбанидов. Казахские ханы не были оторваны от политико-культурных традиций Мавераннахра и Хорезма. Во времена Улугбека, Шейбани-хана и других правителей официальным языком был чагатайский, то есть узбекский язык. 2. Медресе и научные школы. Дети казахской знати обучались в Бухаре, Ташкенте и Хиве, где основным языком преподавания был узбекский язык. 3. Торговля и дипломатия. Казахские ханства поддерживали постоянные связи с узбекскими государствами. В переписке и официальных документах использовался именно узбекский язык. Абай Кунанбаев, 19 век. Хотя сам он писал на казахском, в медресе, где он учился, основным языком преподавания был узбекский. Во многих его выражениях ощущается влияние чагатайского, то есть узбекского литературного, языка. Язык казахской элиты был узбекским. Позже, с отдалением культурной идентичности от узбеков, казахский язык оказался под влиянием деревенской и степной культуры. После того, как они были отделены от своих корней, от узбеков, исторический аристократический язык, тюркский, чагатайский, начал забываться. После русской оккупации русские начали сознательную кампанию по отделению казахов от этого языка. В первой стадии они заявили, что этот язык, феодальный, принадлежит богатым, ханам, биям, которые угнетали народ. Это дало результаты. На второй стадии под лозунгом «Ваш настоящий казахский язык» начали собирать самые отсталые диалекты северных аулов, и из них пытались создать современный литературный язык. Этот язык оказался почти идентичен ногайскому говору, хотя и близок к узбекскому. Позже они изменили алфавит, например, вместо звука «сх» стали писать просто «с» и так далее. На третьей стадии началась кампания по дискредитации узбекского языка, ранее именуемого чагатайским. Этому языку дали кличку «сартский язык», а его носителям уничижительное прозвище «сарты», чтобы подорвать авторитет элита, говорящей на этом языке. Таким образом казахи, киргизы и каракалпаки стали презирать этот язык, отдалились от него и от его носителей, потеряли связь с письменным и культурным наследием своих предков, и приняли в качестве своей нормы диалекты глухих аулов. Вывод: казахская аристократия и знать в прошлом действительно говорили и писали на узбекском языке, то есть на литературном тюркском, чагатайском языке. Этот язык был официальным и религиозным средством общения, был широко распространен среди образованных слоев казахской элиты, является исторической формой современного узбекского языка.